На пересечении улиц Асканова и Московская с самого утра непривычно многолюдно. Поводом для такого столпотворения стало письменное обращение местного жителя, который пожаловался в социальной сети Instagram министру природных ресурсов республики на то, что стоки из близлежащих зданий выводятся прямо в ливневую канализацию. Трактор при помощи ковша поднимает бетонные плиты, под которыми проходит ливневая канализация в поисках канализационных труб. Эту информацию мы совместно, Минприроды Ингушетии, совместно с администрацией Центрального административного округа города Назрани, прокуратурой, участковым уполномоченным полиции приехали сюда. Сняли вот эти бетонные плиты, мы не обнаружили трубы, которые там сбрасывают неочищенные сточные воды. Если здесь выявить проблему не удалось, нельзя сказать то же самое вот про это место в узком проулке, которое находится буквально в 2 шагах от первого участка, налицо факт грубого нарушения. Канализационная труба выходит прямо из здания, где расположились кафе, парикмахерские и магазинчики. Ответственный за это нашелся сразу. Выслушав предписание комиссии, он тут же принялся исправлять ситуацию. Комментировать эту ситуацию ответственный отказался, потому как понимает, пренебрежение буквой закона влечет за собой неприятные последствия. Зловонный запах – это лишь полбеды. Урон наносится флоре и фауне республики и всем окружающим. Вот и Мурат Тимирханов негодует по этому поводу. Мужчина работает здесь водителем маршрутного такси порядка 6 лет. Оживленное место, тут и дети ходят. Это же погрузка пассажиров, мы же перевозим этих людей. Несколько тысяч человек в день. Могут провалиться, заразиться, мало ли что может. Все может быть, все может быть. Никто ни от чего не застрахован. Вот тут крысы, если вы летом подойдете под этим, вот такие бегают. Их ловят кошки, кошки здесь, ну, что говорить. Со стороны религии, со стороны даже нашего эрских законов, со стороны санэпидстанции. Просто по-человечески даже это нехорошо. Летом и весной пройти мимо нельзя, невозможно. Мошки, комары, мухи. И вонь очень, неприятный запах очень, сильно отражается. Астматики, люди болеют, гипертоники, когда мимо проходят, закрывают, вот дышать нечего. Могли бы они привести все это в порядок. Они же работают, они же получают деньги, они торгуют, могли бы мимо лежащего вот это все привести в порядок. Не обязательно это государство должно заниматься. Если ты зарабатываешь, так и надо и прилегающую территорию приводить в порядок. Далее еще один участок. Меняется лишь дислокация, но не сама проблема. На этот раз огромную канализационную трубу проложили под железнодорожными рельсами. По закону владельцы близлежащих торговых центров обязаны подключиться к центральной городской канализации и ежемесячно вносить коммунальные платежи за пользование услугами ЖКХ. Но предприимчивые бизнесмены находят лазейку и сливают содержимое труб в ливневки. Для выяснения именно кем сливается вот этот, который вы видели, факт, вот этих слива нечистот в ливневый сток. Ну и, естественно, виновные будут наказаны, будут приняты жесткие меры по данному нарушению. Ну, и мы на этом не остановимся, будем дальше продолжать выявлять и ликвидировать подобные нарушения по республике. Этот факт взят на карандаш проверяющей комиссии. Разбирательство будет проводиться по всем требованиям закона. Тамара Хашагульгова, Адам Далаков, Новости 24.